Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что смотрите мое видео, за те прекрасные комментарии, которые мне пишете, за ваши лайки, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Кто не может о вас забыть? Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком думать не надо, просто загадайте на себя. Так и спросите, кто не может обо мне забыть, либо меня забыть. И давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну что, кто не может о вас забыть? Да много кто не может о вас забыть. Здесь с левой стороны прям какая-то вереница мужиков. Здесь и случайные люди, которым вы понравились, и даже какой-то бывший, либо несколько бывших мужчин, которые были с вами в тех или иных отношениях, но вот не случилось, не получилось. Здесь у этих мужиков о вас какие-то мечтательные, как мечтают о вас до сих пор, там, мечтают о том, что могло бы быть, да, о том, что не случилось. Думают периодически, да, кому-то вы снитесь, кто-то периодически о вас вспоминает, а кто-то рядом находится, да, смотрит на вас и трагически вздыхает и думает: боже, какой дурак, как я мог упустить такую прекрасную женщину. Ну, как говорится, ничего серьезного. А вы, кстати, действительно очень какая-то уникальная женщина. У вас красота какая-то уникальная, вот непривычная, необычная и, не побоюсь этого слова, нестандартная. Вы невероятно магнетичны. То есть у вас вот ваша эта сексуальная энергия, она очень ярко как-то из вас струится. И черты лица уникальные, либо какая-то уникальность есть, да, вот не схожи, не похожи на других женщин. Вы себя не считаете красавицей и, в принципе, вообще не любите комплименты, ну, либо как-то скептически относитесь. Но на самом деле у вас как все идеально, либо все прекрасно. Гармония, какая-то гармония у вас. Лицо, тело, голос, все гармонично. Какое-то чарующее впечатление вы производите на людей. Чем больше человек с вами общается, тем больше он, ну, знаете, как поддается вашим чарам, да, либо просто тонет в ваших глазах, в ваших, кстати, прекрасных глазах. Сила у вас есть, женская сила есть. Знаете, вот говорят, там, женщина там на ходу коня остановит, в горячую избу войдет. Ну, вот про вас это, про вас. И вы, кстати, такой родились. Вам эти женские чары, давайте назовем их так, вот как по роду передались. По роду. Не пользуетесь вы своими чарами, я вижу, ну совершенно не пользуетесь. Даже как-то боитесь подчеркивать свои какие-то прелести. Либо если подчеркиваете, то всегда как-то стыдновато, стараетесь закрыться, прикрыться. Вообще такая, знаете, пуританочка, да, пуританское воспитание. Сами себя стесняетесь. Девчонки, неважно, сколько вам лет, неважно, в каком вы весе, неважно, в каком размере, это вообще абсолютно неважно. У вас сила женская есть, у вас чары женские есть. Ну, пользоваться надо этим, а не прятать. Не прячьте. Так, еще. Вы, кстати, очень переборчивый персонаж. Простите за это слово, но вот что идет, то идет. Вам очень трудно угодить. Либо очень трудно вам понравиться. Мужику, чтобы вам понравиться, не знаю, пуд соли надо съесть. И желательно за один раз, да, чтобы вам понравиться. Вы любите мужчин некрасивых, но очень умных. То есть какая-то вы эстетка. Да? Главное, чтобы умный был. Если умный, то он для вас красивый. А вот прям таких смазливых мужичков вы стороной обходите. Вы считаете их пустыми. А вот прям и умный, и красивый вам еще пока не встречался. Такого я не вижу. Мужчин вы всегда судите либо оцениваете по их поступкам.
вот что он сделал, да, чего он добился, как он относится к детям, как он относится к женщинам, вот по поступкам. Ну, в принципе, это правильно, это правильно. Просто так мужчине вы не позволите к себе подойти, у вас взгляд, знаете, он может как и на небеса поднять, и просто, не знаю, пригвоздить. Такой у вас взгляд, вы умеете играть глазами. Сами того не замечаете, но это за вами есть. Так, еще. Кто не может вас забыть? Здесь какую-то женщину показывают. Женщину. Она то ли вами хотела стать, либо похожей на вас хотела стать. Она до сих пор по каким-то вашим правилам, либо заветам живет. А может быть, она за вами где-то подсматривает и повторяет. Стиль одежды повторяет, прическу, манеру поведения. Вы прям для нее как вдохновитель, как муза ее. Именно так ее показали. Но она почему-то вам не говорит об этом, либо наоборот даже, знаете, как держит дистанцию с вами. Держит дистанцию. Ладно, это все не важно, важно другое. Девушки, женщины, вы попали на эту отсыпку. Попали не просто так. Понятно, что не у всех и не все сбудется, но тем не менее, раз вы открыли это видео, досмотрели до этого момента, здесь важная информация для вас. Знаете, я вижу мужчину, с кем вы очень-очень-очень давным-давно не виделись. Прям года прошли, года, понимаете? Человек, который был, и чувства к этому человеку были, и у него к вам чувства были, но что-то пошло не так. Все прекрасно начиналось, но очень плохо закончилось. Либо очень странно закончилось, либо в один момент закончилось. Знаете, как говорят, как поделали. Да? Как поделали. С этим человеком вы давным-давно не виделись. Про этого человека вы мало что знаете. А кто-то уверен, что этого человека уже и в помине нет. Даже такие отыграются. Но, девчонки, я сейчас вас удивлю. Этот человек о вас в последнее время очень часто стал думать. И во что бы то ни стало, он хочет к вам прийти. Либо вас найти и прийти, либо он знает, где вы находитесь, и прийти к вам. Человек был, скорее всего, женат, либо человек был где-то чем-то занят. Теперь у человека переломный момент жизни, да, он как понимает, что второй шанс в жизни, да, второй шанс обрести свое счастье. И вот он будет идти к вам, он будет идти за вами, ну, ехать, по крайней мере, ехать будет точно к вам, в вашу сторону. Вы этого человека вовсе не ждете. И даже сейчас вы пытались вспоминать, скорее всего, и не вспомнили. Либо вспомнили, но не того. С этим у вас как-то резко в один момент все перервалось. Либо резко вы с ним расстались, либо что-то произошло. Вот вы прям поссорились, разошлись и больше никогда не встретились. Вот такой человек. Могу сказать, что у него очень светлые глаза. Светлый оттенок глаз. И по масти мужчина, когда вы тогда с ним встречались, общались, он был светловолосый, то есть блондин. Темный был он, светлый был он, такой мне идет. Но глаза у него прям ясные и светлые. Очень похож на голубоглазика, либо на сероглазика. Ясные глаза, прям ясные и ясные, как у ребенка. Почему-то такая память у вас об этом человеке. Я просто вижу немножко вашими глазами. Вот именно он. Имя какое-то у него длинное, сложное, длинное имя. Есть короткие имена, да, а у этого сложное, длинное. Именно он. Он либо уже вас нашел, либо он вас разыскивает. Для него это возможность обрести свое счастье. Либо вы единственная женщина, которая за всю его жизнь вызвала в нем такие сильные глубокие чувства. Он думал, что он вас забудет, он думал, что время все сотрет, а ничего подобного. Наоборот, тот жизненный путь, который он прошел, ему показал, что только вы были смыслом его жизни. Только вас он полюбил, либо мог любить, либо хотел любить, поэтому будет разыскивать вас. Это его второй шанс жизни, это, как знаете, еще одна жизнь. Да, какую-то часть жизни он уже прожил, причем очень так как-то, знаете, как будто бы жизнь его переживала и выплюнула.
А теперь ему хочется быть счастливым. И теперь он идет к вам. Теперь он идет за вами. Опять же, вы разные, девчонки. Еще раз говорю, у кого-то уже мужик нашел, а у кого-то в поисках вас. Но он найдет. Он такой упорный, настойчивый. Он вас найдет. Главное, чтобы вы сильно там не испугались. Хотя я думаю, что вы его сразу и не узнаете. Все-таки жизнь его так помучила, побила, переживала и выплюнула. Да, не узнаете, скорее всего. Большинство из вас не узнает с первого взгляда. А когда узнаете, когда поймете, кто перед вами, то будет такой шок. Шок и непонимание, да, что ты делаешь, откуда ты появился, зачем ты вообще пришел в мою жизнь. Так. Надо, кстати, будет отдельно сделать и цыпочку, потому что я не... Ну, давайте я еще на картах посмотрю. Я просто не очень хорошо понимаю, что у вас с ним будет, как вы отреагируете. Стоит ли вам вообще как-то реагировать на этого мужчину? Ну, вы как бы ждете кого угодно, но только не этого мужчину. Карты сами перевернулись. Но он придет для того, чтобы вот семью с вами иметь. Он за вами идет. Он вас выбрал своей женщиной, своей судьбой. Да, вот как жизненный путь ему показал, что вы единственная, кто мог подарить ему счастье, либо единственная, с кем он ощущал себя счастливой. За семьей он идет. Ну хорошо, вам что делать с таким мужиком? Тем более вы не ждете, не хотите. Может быть, у вас даже какие-то не очень хорошие впечатления о нем остались. Что вам делать? Что делать вам? Так, ну, девчонки, во-первых, не стоит акцентировать внимание на прошлом. То, что было в прошлом, оно уже никогда не повторится. Но я имею в виду, да, каким он был в прошлом. Там, если обидел, то не надо вспоминать эти обиды. Здесь показывают сердце, здесь показывают башню, и его как собаку показывают. Девчонки, ну попробуйте просто пообщаться, подружить. А по поводу этого мужчины, вдруг там, воспоминания нахлынут, и вы захотите с ним опять связать свою жизнь, то вы будете с ним как за каменной стеной, и он вас действительно будет очень сильно любить. Здесь мужчина непростой, кстати. У него, видите, под его лошадью подкова лежит. А это очень серьезный знак. Мужчина, который может поменять вашу жизнь, мужчина удачливый, фартовый, либо мужчина, ну, как состоятельный, состоявшийся, либо как у него все впереди. Опять же, вы все разные. Он не просто мужик, он не просто там искатель приключений, либо неудачник. Нет. У него либо есть, либо будет. Либо есть, либо будет. Все и сразу. Знаете, говорят, все и сразу. И деньги, и здоровье, и радость. Не, девчонки, вы как хотите, но вот он уже под всеми парусами мчится в вашу жизнь. Это неизбежный момент. Хорошо, для вас это плюс или минус? Карты, подскажите, я просто не вижу этого в песке. Я вижу, что вы будете очень растеряны. У кого-то даже паника случится. Настолько вот впечатление произведет. Для вас это плюс, для вас это минус. Что это для вас? Ну, для вас это судьба. Ну вот как ни крути, это для вас судьба. Да, испугаетесь, да, будет очень не по себе, но это ваша судьба, девчонки. Вот его появление — это ваша судьба. Как ни крути, ваша судьба. Так. Не хочется мне просто так заканчивать. Ну да, действительно, в принципе, дерево показали. Дерево, судьба. Может быть, вы на кого-то другого рассчитывали, либо кого-то другого ждете, но придет именно этот из вашего глубокого прошлого. Кстати, не один приходит, он еще кого-то в вашу жизнь приведет, доведет. Возможно, либо это его родители, либо его дети. Но нет, он нацелен, он и на лошади здесь показан, и там вы видели, и корабль выходил, и всадник выходил. Ну, едет, уже едет, где-то уже в пути. Девчонки, вот чтобы вы понимали, он не забыл, не отпустил, и сколько бы лет ни прошло, не забудет, не отпустит. И сейчас он прям категорично настроен во что бы то ни стало остаться в вашей жизни. Вот сделать все, вот знаете, как наизнанку вывернуться и завернуться, лишь бы вас уговорить.
лишь бы вас уговорить. Человек прошел Крым, Рым и медные трубы. Конечно, ему уже терять нечего. И остаток своей жизни, ну, как он думает, да, я хочу прожить именно с идеальной женщиной. Поскольку вы и есть идеальная женщина из всех, кого он видел и встречал, а поверьте, у него очень богатое прошлое, то будет вас, я так понимаю, добиваться во что бы то ни стало. Ну что, поживем, увидим. Вам я желаю ничего не пугаться, ничего не бояться. Он идет все-таки с благими мыслями, не с дурными, с благими. Знайте, что вы совершенство, и, конечно, такие мужики, они будут периодически всплывать. А что делать? Что делать? Где еще найти совершенство? Так что, мои хорошенькие, все у вас впереди. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.